Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что готовит судьба на ближайшие дни? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, назовите свое имя, так и спросите, что для меня готовит судьба на ближайшие дни. Надеюсь, вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же готовит судьба вам на ближайшие дни. Замечательно. Послушайте, у вас какой-то триумф идет, момент признания вас, ваших талантов, ваших способностей. Вот будете чувствовать себя в центре внимания, все взгляды будут на вас, люди будут к вам подходить с душой, с какими-то хорошими словами, возможно, с хорошим каким-то посылом, настроением. Вы себя чувствуете хорошо, люди вокруг вас себя чувствуют хорошо. То есть здесь какая-то гармония с социумом. И вы как будто бы вот какую-то особую роль, либо какое-то особое место в этом социуме займете, либо начинаете занимать. Здесь вы будете крайне довольны собой, тем, как случилась и сложилась в вашей жизни та или иная ситуация, чего добились, чего получили. Кому-то какие-то подарочки по судьбе пойдут, понимаете? Вы очень довольны. Здесь однозначно какие-то очень хорошие, светлые люди вас поддерживают. Здесь идет именно какой-то диалог очень добрый, хороший, сердечный. Здесь человек обретает, понимаете, обретает дружбу, обретает признание, обретает связи какие-то нужные, важные и полезные. У кого-то отыграется как знакомство, любовное знакомство, которое перерастет в будущем в очень теплую, дружную и любящую семью. Но, опять же таки, здесь пока вы вот как в особняке, да, в центре идете. Смотрите, еще очень важный момент, тоже сразу его уточню по поводу отношений. Здесь явно идет какое-то примирение, восстановление, выход из тупиковых каких-то, может быть, блоков, ограничений, которые люди сами себя загнали. Может быть случайно, может быть специально, да, то есть какие-то были жесткие, острые моменты между людьми. И это не только про мужчин и женщин, да, это может быть и про друзей, это может быть и про родственников, да, вот отцы, дети, да, там, ну, родители, дети. Здесь именно выход из этого тупика. Здесь примирение, восстановление, здесь любовь и радость. Любовь и радость. И вы как центр мировоздания находитесь. То есть это будет исходить от вас, либо это будет направлено на вас. Понимаете, вот как-то так идет. Очень, кстати, хорошие дни вас ждут. Что вам важно делать в эти дни? Во-первых, очень важно, чтобы вы поменьше тратились финансово, потому что у вас здесь такой, ну, как дурман-цветочек вышел, да, вот какое-то желание все спустить в один момент. Либо вы попадете в какое-то место, где будет очень много всего интересного, очень много там заманушек всяких будет, либо будут люди, которые будут вас пытаться на деньги раскрутить, да, будут вам там говорить: ой, у нас там супер скидки, супер там день, 5-е, 10-е, покупайте, все ваше, там самые лучшие цены, будут очень сильно навязываться в этом плане. А вы ну, как будто бы будете поддаваться этому, да, и тут прям желание такое, вот прям хочу всего и сразу, хочу себя побаловать, да, либо побаловать своих близких. Берегите денежки, не носите с собой больше, чем вам нужно. Это первый момент. И составляйте себе списки. Вот прям составляйте, что я потрачу сегодня именно столько денежек, там куплю себе там хлебушек, колбасу, там что там важное, нужное.
Вот это очень будет правильно и будет вам подходить, потому что здесь прям риск такой, особенно у девушек, вчастую потратиться, да, и у мужчины, если меня смотрит, то ваша женщина тоже может потратиться, просто, ну, даже не в ноль, а в минус как-то уйти, ухитриться. И потом сама же себя будет ругать. Здесь не столько деньги жалко, сколько жалко потом человек осознает, что попался на какую-то маркетинговую удочку, да, что вот, ну, не нужны мне эти были вещи, да, вот как так? Почему я именно в тот момент потеряла рассудок, да, и вот прям свой кошелек там на прилавок швырнула и сказала: все, на все беру ненужных вещей себе кучку. То есть именно момент последствий, да, вот здесь будет неприятно, будете себя ругать. Да, кстати, еще кто-то рискует купить какую-то вещь неисправную, либо вещь с дефектом. И еще потом придется ходить, выяснять, тратить кучу времени, нервов на то, чтобы вам там либо заменили, либо отремонтировали. Какой-то вот такой неприятный момент может случиться. Поэтому будьте бдительны. Берегитесь льстивых, супер там улыбчивых продавцов. Потому что если вот прям человек за вами ходит там и засыпает вас там комплиментами, рассказывает, как тут все дешево, прекрасно и самого лучшего качества, вот это время лучше напрячься, да, и уйти в другой магазин. Пусть там в другом магазине люди будут более сдержанные, либо там необщительные, но не дайте себя вот куда-то вот заманить, да, ну, чтобы вас на деньги развели. Так, еще важный момент. Момент касается работы, наверное, учебы, да, потому что работаете, учитесь. Здесь какая-то коллективная работа, коллективный труд. Здесь могут быть моменты, что, знаете, как в мушкетерах, да, все за одного, один за всех. Если вдруг какие-то могут быть там неприятности, претензии со стороны там начальства, может быть, со стороны каких-то клиентов, да, грубых, то здесь вот как все вместе выступают единым организмом, друг за друга стоят, защищают и не дают, да, не дают несправедливости случиться. Здесь вот какое-то комьюнити будет прям такое теплое, душевное у вас происходить. Опять же таки, это учеба, либо работа. Сплочение коллектива идет, вот душевность какая-то, дух, да, дух, место, где вы находитесь, вы все как будто бы связаны чем-то, да, какой-то ниточкой, и все вот чувствуют себя родными и близкими людьми. То же самое, кстати, и в семье вы можете почувствовать при посещении каких-то мест. Может быть, куда-то вы поедете, либо вы куда-то будете приглашены, либо вы пойдете, например, за своим ребенком в школу, либо в сад, и там будут очень хвалить вашего ребенка, вы будете чувствовать эту гордость и любовь, и гордость, да, все в одном флаконе. Прекрасное ощущение. Так, мне не очень нравятся вот эти моменты, связанные с какими-то, возможно, ну, какими-то государственными делами, домами, учреждениями. Здесь будут сложности в коммуникациях, либо сложности понимания процессов. Да, то есть вы мало понимаете, либо вообще очень сложно понять, да, там законы, правила, а вы еще должны их как-то исполнять. Не доводите себя до греха, да, то есть не надо там возмущаться громче всех, не надо пытаться переломить ход событий, потому что, ну, все-таки государственная машина, система, да, ну, не так-то легко это сделать, да, то есть, может быть, они сами не рады тому, что они там напридумывали, но это не направлено конкретно против вас. Это просто, ну, может быть, какая-то глупость человеческая, либо, не знаю, как это правильно сказать, да, ну, чтобы никого нигде не обидеть. То есть может быть какая-то ошибка, может быть какой-то сбой в системе. То есть, да, пострадают обычные люди, но от этого как будто бы не уйти, никуда не деться. Здесь, если что-то где-то не пойдет, не получится, ну, понимайте, что отложите, значит, сейчас не время, попозже попытайтесь сделать. Кто будет ездить, именно конкретно ездить, ну, потратите время, потратите, возможно, деньги. Ну, пожалуйста, хотя бы постарайтесь сэкономить нервы. Деньги и время вы, ну, как сможете как-то еще там все скомпенсировать, а вот нервы навряд ли. Поэтому берегите себя, и если у вас прям какие-то острые необходимости есть, либо старайтесь переносить, но это буквально вот займет, не знаю, там ближайшие 5 дней.
Либо уже тогда идите там, выбивайте, добивайтесь, понимаете, что нужно будет там драться, бороться, кусаться. Вот как-то так пойдет. Но это все, что связано с госучреждениями. Это могут быть банки, это могут быть больницы, там, не знаю, там школы, институты, может быть, какие-то государственные органы, да, вот что-то связанное именно с государственностью. Потому что тут герб у нас такой вышел, и он прям такой, знаете, на вас налегает. То есть не побороть вам эту машину, ну или, по крайней мере, так легко она вам в руки не дастся. Еще важный момент касается каких-то просьб. Просьбы могут пойти на какие-то вещи, на какие-то, может быть, тут даже может быть и просьба, и наглость в одном флаконе. То есть кто-то вас неприятно поразит какими-то своими словами, либо, ну, там человек может сказать, ну тебе же не надо, да, поэтому я там себе забрал, либо забрала, либо отдай мне, потому что тебе там, у тебя там и так много всего, да. Какой-то такой подход будет, вам очень понравится, прям может покоробить. Но, честно, таких людей нужно проучивать. Даже если вам не надо, все равно не давайте. Потому что этот человек от вас возьмет, он же даже спасибо не скажет. Наоборот, будет ходить еще потом рассказывать, ой, какой там человек, так ему там, извините, из попы лезет, да, и все равно ему все больше и больше приходит, по сути, еще завидовать вам будет, не надо. Ничего не давайте. Пусть там думают, что вы жадина, чем потом еще будет вас хаять за то, что вы что-то дали этому человеку. Так, момент, связанный с друзьями, с подругами. У кого-то из ваших близких людей может быть какая-то драма, либо неприятность по жизни, да, и человек вот прям будет за вами ходить, чтобы там выплакаться, вам там пожаловаться, рассказать, а у вас как будто бы времени, что ли, не хватать будет, либо желания. Ну, так бывает, да, когда своих проблем выше крыши, еще кто-то вам со своими проблемами там под руку подлазит. В общем, я хочу вас предупредить, чтобы вы себя повели максимально корректно в этот момент. Потому что даже какое-то, ну не грубое, а просто строгое слово человек, ну, в таком измененном сознании, да, ваш друг, ваша подруга может воспринять как, ну, отказ, причем очень брутальной форме отказ. Ну, наберитесь терпения, либо придумайте что-нибудь, да, чтобы не отказаться и не обидеть вашего друга, вашу подругу. Потому что человеку, ну, все равно нужно будет высказаться. И хотите, не хотите, но вам придется это все выслушать. И при этом еще дать какой-то отдельный совет. Может быть, это вся история надуманная, но для вашей подруги, вашего друга это будет просто как фатум всей его жизни, либо всей ее жизни. Отнеситесь именно так к этой ситуации. Потерпите, либо просто вы спрячьтесь на это время, да, вот как-то так себя поведите, не обижайте, потому что вот эта обида, она может перерасти в действительно большую пропасть между вами. Вот этого не надо допускать. Терять друзей не стоит. Так, еще важный момент касается здоровья. Здоровье ваше, либо чье-то здоровье. Здесь момент улучшения, ремиссии, каких-то, вот знаете, хорошее настроение, перестало болеть, либо вы уже как-то приспособились, да, к той ситуации, которая у вас есть. Главное, не расслабляйтесь. Продолжайте, например, лечение, продолжайте там терапию. Здесь не надо останавливаться, не надо вот думать так, что о, все, там температура спала, да, там какие-то боли прошли, значит, все, мне там таблетки не нужны, либо лечение мне не нужно. Это будет самое худшее, что вы можете сделать. Чтобы не накликать обратно в худшей форме ту ситуацию, которая была, лучше продолжайте лечение и, ну, выполняйте предписания доктора вашего. Это будет хорошо и полезно. Так, поездок каких-то у вас я тут не вижу. Здесь какие-то пути короткие, дом, работа, магазин. Встречи, если будут, то какие-то очень быстрые, скоротечные, вам некогда, вашим знакомым некогда. Деловые разговоры, деловые встречи пройдут как-то тоже быстро. Скорее будет решение по каким-то вопросам либо отложенное, либо перенесенные встречи будут. То есть я вижу, что некогда, вам некогда, людям некогда. И вроде как бы, да, встречаться нужно, вопросы решать нужно, но ну, то ли настроения нет, то ли возможностей нет. Ну, как-то так идет. Так, и важный момент касается чьего-то переезда, может быть,
отъезда, переезда, поездка какая-то. Все документы проверяйте, все до единого. И прям на стол выложите, все пересчитайте, чтобы все было. Документы, деньги, все, что бумажное, все проверяйте. Потому что у вас какой-то риск, какую-то важную бумажку забыть. И из-за этой бумажки просто будет сумасшедший дом, сколько будет головной боли, кипиша, переживаний, стресса. Одна маленькая бумажка может испортить все ощущение от поездки, от отдыха. Прям все проверяйте, все, вот прям не знаю. Там стол полностью освободите, все выложили, все посчитали, просчитали, все бумажки на месте, собрали. Не знаю, там в сейф положили, утром встали, поехали. Вот как-то так нужно будет поступить, чтобы не было у вас неприятностей, мои дорогие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.